святкавання весны. И робили это в основном люди молодые дети, потому что, конечно же, не сядзелася дома, калі сонца пачынала свяціць і першыя парталіны з'яўляліся. Хацелася ўжо бегчы на улицу, гуляць, крычаць і весяліцца. Ось. Традыцыйна няма такого як бы стандартнага формату або нейкіх адмысловых дзеянняў. Просто трэба было вельмі громко кричать, каб тебе солнце почуло и весна пришла. И як мага веселей танчить, скакать, водить карагоды, каб паскорить надыход весны. И тому мы открыем нашу программу сегодня. Первая песня будет как раз классичная закликальная песня про веснянку. Весняночка, где ж твоя дочка Татьяна? Татьяночка погнала бычков на рано. На раночки пасеся Прислухайтеся до ритму, і ми вам обіцяємо, що в кінці всі разом ще будуть справжні карагоди. А зараз поки що послухайте. І поганяй вали у сад вишньовий, ой, да люлі, у сад вишньовий. Але наступна пісня буде виключення. У Юлі Люлі нема. Але це карагод. Мядуниця, мядуниця, луговая, ой, луговая, ой, луговая,
свято як сараки, хто ведає? І хтось, мабуть, пам'ятає, як йому мама або бабуля робила таких птушечок з теста, пекла. Пам'ятаєте? Ну ось, це свято, і воно так само весновое, і лічилося, що в цей день прилітають, докладнее, некоторые люди, некоторые доследчики, так скажем, не люди, они думают, что, в принципе, сараки – это идея от слова «рок», потому что святкуется оно 22 соковика, а это день веснового равноденства, и, відповідно, это был Новый год ранее. Тому, может быть, сараки – это як раки, а не сороки. Але уже у пазнейший час, так само, як я пам'ятаю, моя бабуля казала, що це був день, коли прилітають птушки. І каб гэтых птушек покликать до себе і показати їм, що ми готові і вельми раді їм, робили птушечок з теста. Я думаю, що в різних місцевостях з ними поступали по-разному. У нас, наприклад, треба було їх поставити на ніч на горище, і коли ніч постоять під дахом, я не ведаю, як справді птушечки їх під дахом побачать, ніяка у них там є сувязь. Але потім на раніцю їх здимали і можна було їсти. І, звісно ж, мені, як самой маленькой, давали першу птушечку. Але я читала, що у них в детстве дети бегали, подкидывали их, можно было бегать по улице, кидать и есть. Дети ставили их высоко на древи, на день покидали на древи, как птушечек бачили. Короче, сенс у тим, как птушечки полетали, и справные птушечки, побачивши это, смело уже могут лететь, робить гнезда, мы их чекаем, весна пришла. У нас сегодня будут птушечки летать вот на таким обрусе, а потом в конце мы всем раздадим по птушечке, так само вечером. И песня будет, відповідно, так само про жаворонку, про жавороночка. Ой, ты жаворонька, ранняя пташенько, з собою тримати. О, зараз я буду виступати
уголовной роли. Песня это «Караводы», она называется «Посели дзёўкі-лён», ну, как бы назва, она отповедает вельми с месту. А вы без хоровод вы проводите? Не, будем тут стоять. Так мы можем попросить, как бы, вышли люди, кто хотели хоровод. Мы наступный хоровод поводим. Вам я и так покажу. Окей, добро. Я хочу хоровод. Так тебе выделять не видать. Ну, добро. А ты сказал, что это працовный хоровод, так? Працованы. Показываю все процессы опрацовки Ну, я лёну. думаю, что все ведут, как лён робить. Это же Беларусь. Посеяли девки лён, посеяли девки лён, гей-люли девки лён, гей-люли девки лён. Посеявши пололи, гей-люли пололи, гей-люли пололи. Белые рожки кололи, гей-люли кололи, гей-люли кололи. Унадівся сивий конь, гей-люли сивий конь, гей-люли сивий конь. Потоптал ён девкам лён, гей-люли девкам лён, гей-люли девкам лён. Ён макушки паскусал, гей-люли паскусал, гей-люли паскусал. А решточки покидал, гей-люли покидал. Девки лянок собрали, гей-люли собрали. Белый кужель послали, гей-люли послали. А пославши подняли, гей-люли подняли. А поднявши помяли, гей-люли помяли. Девки лянок попрали, гей-люли попрали. Полотенца подкали, гей-люли подкали. Я трималась такой полотенце. А зараз хоровод. Коли ласка, все оставайте, долучайтеся до нас. Хто співає Аліна Перша, хто співає голову хоровода, полотенце это полотно. Становитесь вот так, цепляйтесь за тобой. Давайте, это будет зима до отправки. Давайте. Кто не дальше, может убрать зиму. Я прямо замыкаю. Это замкнутый хоровод. Цепляйтесь за тобой. Отпустите. Тримайте. Идем, за меня не тримайтесь. Я скакала, плясала, коня Варвара. Ой, люли, калина, люли, ягода моя. Потирала ключики довгого пояса. Ой, люли, калина, люли, ягода моя.
стара, ой, люли, калина, люли, ягода моя, потирала ключики шелкового пояса. Ой, люли, калина, люли, ягода моя, какая ключиной дети, за того замуж пойду. Ой, люли, калина, люли, ягода моя, старые ранники, что немає ключики знайшов. Ой, люли, калина, люли, ягода моя, ой, ти, дівка, дядя, ти пойдеш ти за мене. Ой, люли, калина, люли, ягода моя, пойдеш ти за мене, ягода ключики твої. Ой, люли, калина, люли, ягода моя, намотайте ключи за старухою душі. Ой, люли, калина, люли, ягода моя. Все так стоите, замкните теперь хоровод. Я могу сказать еще что. Как вам не было сумно, мы усвідомили важність, хоровод – это сонце. А коли ви йдете і тупаєте по землі, коли ви добре тупаєте, на вас почує, і обов'язково проснеться. На вас може пакети розбити. Добре, ще один хоровод. Так, Это будет просто хоровод, просто по колу. да. Значит, мы будем сесть в той год, можно подпевать. А может укрытый было? А укрытый еще. Вы можете один разлет А мы один будем назад. меняться, так и так. Будем меняться. Да. А ты ходишь и супротивный нам. Видишь, как ты стоишь тут хороводе, никуда не идешь. В любое место. Где хочешь? Выбирай самый привожный час. Заречкою золотой, Галилею золотой, там стояла деревцо, Галилею деревцо, врачистая стояла, Галилею стояла, там девчина плакала, Галилею плакала, за старого дочь, Галилею дочь.
Щиро дякую вам, люди.